Когда Республика Саха получит независимость, наше развитие будет зависеть от множества факторов: экономической модели, политической стабильности, международного признания, отношений с соседями, а также способности выстраивать новые государственные институты. В краткосрочной перспективе, вероятно, возникнут трудности в связи с переходным периодом реорганизации логистики. Также это будет связано с ограниченностью инфраструктуры и необходимостью срочных реформ. Однако в долгосрочной перспективе, при грамотном управлении, Республика Саха имеет все шансы стать успешным, самодостаточным и уважаемым северным государством. Давайте представим, какой путь развития может выбрать свободная Якутия. Сегодня у нас есть уникальная возможность опереться на лучшие мировые примеры, не копируя их буквально, но беря от них все самое эффективное и избегая допущенных ими ошибок. Давайте возьмем для примера первую модель, норвежскую. Это пример пути небольшого северного государства, которое направило природные ресурсы на строительство стабильного и социально справедливого общества. Здесь мы можем позаимствовать идею суверенного фонда, прозрачной экономики, мощной социальной политики и экологического подхода к недропользованию. Вторая модель казахстанская. У нас много общего с этой страной. Во-первых, это пример постсоветской страны, которая начала путь с жесткой зависимости от сырья, но смогла выстроить вертикаль управления, привлечь международные инвестиции и создать политическую субъектность в Евразии. Во-вторых, из казахстанского опыта нам интересны вопросы адаптации постимперского наследия и выстраивания внешней политики между крупными игроками. Третья модель – сингапурская. Это путь малой территории без ресурсов, но которая добилась глобального влияния за счет грамотного управления, логистики, человеческого капитала и дисциплины. Для нас это пример того, как институциональная эффективность может компенсировать географические и климатические ограничения. Четвертый ориентир – это Арабские Эмираты. Это богатая нефтью страна, ставшая за 50 лет глобальным хабом инвестиций, туризма и технологий. Для Республики Саха интересен их опыт создания свободных экономических зон, стратегического планирования, гибридной модели экономики и продвижения национального бренда. Сразу скажем, что мы не призываем копировать чужие формулы. Мы говорим о том, что мы можем построить свою северную, уникальную, устойчивую модель, где будут учтены наши реалии, ценности и потенциал. Здесь мы рассматриваем, какие элементы из этих стратегий могут лечь в основу будущего экономического пути Республики Саха. Итак, поехали. Давайте попробуем построить план развития будущей независимой Республики Саха на 30 лет. Хотя бы примерный, чтобы иметь представление, в каком направлении двигаться. Мы разобьем его на 3 больших этапа, примерно по 10 лет, чтобы показать логику перехода от сырьевой экономики к более диверсифицированной и устойчивой, с акцентом на логистику, переработку, зеленую энергетику и человеческий капитал. Первый этап – быстрый ресурсный старт и базовая инфраструктура. Он займет примерно 10 лет, первые 10 лет. В этот период нашей главной целью будет запуск быстрой монетизации природных ресурсов, чтобы обеспечить доходы для выживания в первый переходный период и параллельно создать инфраструктуру. А также нам будет крайне важно в этот период формирование государственного управленческого аппарата и базовых институтов. Если говорить о ресурсах, то стоит начать с активной экспансии в ресурсной сфере. Мы должны заключить крупные, прозрачные, долгосрочные контракты, выгодные в первую очередь республике, с теми, кто уважает наш суверенитет. С Китаем, с Японией, с Кореей, с США, со странами Европейского Союза. Наши богатства, алмазы, золото, газ, нефть, редкие металлы должны наконец-то заработать на нас, а не утекать мимо республики. Мы должны пересмотреть все старые лицензии и соглашения, особенно с теми, кто десятилетиями выкачивал ресурсы и не инвестировал ни в людей, ни в землю. Российские госкомпании, олигархические структуры будут выведены из наших недр. Так же, как Казахстан в последние годы постепенно снижал зависимость от российских госкомпаний в нефтегазовом секторе и активно привлекал инвесторов из других стран, из Южной Кореи, из Японии, из Китая, а также западных стран, чтобы диверсифицировать источники инвестиций и партнерств.
Это жесткое, но необходимое решение. Новое законодательство по недропользованию будет работать только в интересах Республики Саха и ее жителей. С этого момента ни один рубль прибыли не должен быть потрачен без пользы для народа. Если мы хотим, чтобы республика развивалась, нужно начинать с самого базового – транспортной инфраструктуры. Сейчас люди в улусах живут буквально отрезанно от остального мира, и это нужно срочно менять. Мы начнем с больших дорог. Трассы Лена, Вилю и Колыма должны быть не просто на бумаге, а реально построены и обслуживаться круглый год. Но и межулусные дороги важны не меньше. Алдан, Амга, Покровский тракт, Анабар, Арктика, Аймикон, Умнас, Верхояне, Барагон, Яна. Все эти маршруты будут приведены в порядок. Это заложит основу нормальной жизни, доставки продуктов, лекарств, стройматериалов. Через реки и речки нужно будет строить нормальные мосты, а не временные переправы, которые каждый год сносят. Люди не должны ждать зимника, чтобы выехать из села. Сложно будет? Да, сложно, но не невозможно. Например, в Казахстане в 90-е годы началось масштабное строительство автомобильных дорог по всем регионам. Казахстанские дорожно-строительные организации стали обновлять и расширять собственную базу, приобретать дорожно-строительную технику и оборудование. Сейчас многие имеют свои цеха, заводы и карьеры, дробильные установки, асфальтные заводы, битумные базы и совершенно спокойно строят и ремонтируют дороги по всей стране. Серьезно нужно будет заняться и воздушным транспортом. Нужно будет строить или модернизировать аэропорты в райцентрах, привлекать новых перевозчиков, может быть даже из числа иностранных компаний. Это создаст конкуренцию и, самое главное, снизит цены на авиабилеты внутри республики. Летать из Якутска в Тампо или Верхоянск больше не должно стоить, как перелет в другую страну. Наконец, мы должны будем заняться построением портовой инфраструктуры. Либо модернизируем Тикси, либо создадим новый глубоководный арктический порт, чтобы Республика Саха имела прямой выход к мировым рынкам через Северный морской путь. Кто-то спросит, как все это сделать, ведь у нас экстремально дорогая логистика. Стоимость строительства дороги может быть в 3-5 раз выше, чем на юге, из-за вечной мерзлоты, слабых грунтов, дорогой техники и завозных материалов. И особенно сложно будет в первые годы независимости. Но и тут есть выход. Можно ускорить и удешевить строительство, если подойти к этому гибко и с умом. Во-первых, не отказываться от зимников. Строить зимники в 10-20 раз дешевле, чем асфальт, и в республике уже есть опыт. В течение первых 3-5 лет это даст нам рабочую сеть дорог, пока мы готовимся к капитальному строительству дорог. Также можно использовать быстро возводимые мосты и модульные покрытия. Есть простые технологии: сборные мосты, временные покрытия из плит, древесины и металла. Их можно установить за 1-2 сезона, и по ним уже пойдут машины, а через несколько лет заменить на капитальные конструкции. Такой подход сэкономит и деньги, и время. Не забываем про речную транспортировку грузов по Лене, Яне, Колыме, Индигирке. Навигация, баржи, малый флот – все это работает уже сейчас, и мы это просто усилим. Параллельно мы должны модернизировать аэродромы, удлинять взлетки, строить склады и ангар. Авиация поможет, пока нет дорог, особенно для медицины, экстренных перевозок, доставки продуктов. Но и для того, чтобы строить капитальные дороги, мы можем использовать местные материалы. Зачем завозить бетон и щебень, если можно производить их на месте? Построим мини-заводы для бетона, блоков, плит. Это сразу снизит себестоимость, даст рабочие места и ускорит строительство дорог. Самое главное, нужно понимать, что нельзя ждать идеальных трасс сразу. Главное, первые 10 лет связать Улусы с Якутском, выйти к портам, соединить промышленность с логистикой. Уже через 2-3 года появится рабочая дорожная сеть по всей республике. Ресурсы и техника поедут сразу, не дожидаясь многолетнего строительства. Экономия до 60% от стоимости капитальных трасс. Эти деньги можно пустить в суверенный фонд, в школы, медицину. Такой подход уже работает в странах с похожим климатом. Мы просто возьмем лучшее, адаптируем к своим условиям и сделаем шаг за шагом. Сначала будут временные решения, потом, по мере накопления капитала, мы будем строить капитальные магистрали, используя уже действующую сеть для логистики.
Такой подход используют в северных регионах Норвегии. Например, в Финмарке и Тромсе сначала прокладывались временные зимние дороги и упрощенные гравийные трассы, чтобы обеспечить связь с рыбацкими поселками и логистическими хабами. Позже, когда появились ресурсы, на тех же маршрутах строили капитальные дороги с асфальтом, мостами и туннелями, без остановки хозяйственной жизни. Именно так Норвегия смогла развить инфраструктуру в условиях вечной мерзлоты, фьордов и сложного рельефа. Третьим приоритетом для Республики Саха после дорог и логистики должна стать энергетика. Без надежного электричества не будет ни промышленности, ни нормальной жизни для людей. Сегодня многие поселки республики живут на старых дизельных генераторах, которые не только дороги в обслуживании, но и часто дают сбои. Что говорить, сбои, отключение электричества есть и в крупных городах. Все это сильно тормозит развитие, и мы должны это изменить. Вилюйская ГЭС станет нашим главным опорным пунктом. Это уже работающая станция с большим потенциалом. Мы должны ее модернизировать и расширить, чтобы она обеспечивала стабильное электричество для западной части республики, особенно для будущих промышленных проектов в этом регионе. Параллельно с этим нужно начинать строительство новых газовых электростанций. Газ у нас есть, нужно его использовать разумно. Такие станции можно запустить сравнительно быстро, и они дадут надежное энергосбережение там, где пока нет возможности подключиться к гидрогенерации. Для отдаленных сел и арктических районов подойдут локальные решения, небольшие ГЭС, гибридные установки с дизелем и солнечными панелями, ветрогенераторы. Все это уже работает, например, в Канаде, на Аляске, в северных районах Скандинавии. В Норвегии активно применяются малые гибридные электростанции, сочетающие дизель, панели солнечные и ветрогенераторы. Эти установки обеспечивают энергией поселки и фермы, находящиеся вдали от централизованных сетей. Мы адаптируем этот опыт под наши условия. В более долгосрочной перспективе мы можем рассмотреть строительство малых атомных станций. Примерно то же, что сейчас делают Арабские Эмираты, но только после детального анализа, с расчетами, экологической экспертизой и общественным обсуждением. Если все будет в порядке, это даст нам очень мощный и стабильный источник энергии на десятилетия вперед. Чтобы все это не было разрозненными проектами, нужно составить энергетическую карту всей республики, четко понять, где нам нужна мощность, какие источники эффективнее, как соединить все в единую систему. Это позволит не только запитать каждый населенный пункт, но и заложить основу для роста промышленности и экспорта. Без электричества не будет ни роста, ни людей. Именно поэтому развитие собственной сильной энергетики – один из наших главных шагов в первые 10 лет независимости. Четвертым приоритетом будет экономика в целом. Это то, как мы будем зарабатывать деньги, как мы будем ими управлять и как будем перераспределять внутри республики. На первом этапе, первые 10 лет, главная цель не накопление, а развитие. Нужно будет запустить всю систему, построить дороги, модернизировать аэропорты и порты, вложиться в энергетику, поднять зарплаты бюджетникам, вложить средства в образование, здравоохранение и поддержку коренных народов. Это потребует очень больших денег, особенно в условиях холодного климата и вечной мерзлоты, и особенно в тот момент, когда мы станем независимыми. Где взять ресурсы? Первым источником станут иностранные кредиты и инвестиции через сотрудничество с Азиатским банком развития, Всемирным банком, Евразийским банком развития, а также с частными инвесторами из дружественных стран. Казахстан, Монголия и Исландия уже доказали, что грамотное использование международных кредитов позволяет модернизировать инфраструктуру и запускать рост даже в самых суровых условиях. Главный внутренний источник – наши природные богатства. Республика Саха – это алмазы, золото, нефть, газ, уголь. Чтобы они начали работать на нас, а не на внешние корпорации, нужно провести полную реформу системы концессий и лицензий, пересмотреть все старые договоры и постепенно вывести все российские компании, монополии и госкорпорации из нашей экономики. Нам нужно будет создать новое законодательство, которое будет жестко регулировать доступ к недрам. Все компании, которые захотят работать в Республике Саха, должны будут регистрироваться у нас, платить налоги у нас и участвовать обязательно в развитии республики. Можно также создать собственную государственную управляющую компанию, национальный холдинг, который будет контролировать доли в ключевых ресурсных и инфраструктурных активах. Это может быть что-то вроде
Темасек в Сингапуре или Самрук-Казына в Казахстане. Через него республика будет участвовать в прибылях и контроле над стратегическими отраслями. Только после того, как мы обеспечим устойчивую экономику, выстроим логистику и энергетику, закроем базовые социальные потребности, мы можем перейти ко второму этапу – формированию суверенного фонда. Это может начаться примерно с 10-12 года. Часть доходов от сырья начнет откладываться в этот фонд, как долгосрочная подушка безопасности. Мы сможем использовать его, например, для стабилизации бюджета в случае падения цен на ресурсы, для вложений в международные активы или для финансирования крупных проектов в будущем. Таким образом, суверенный фонд для нас будет не сиюминутной задачей, а элементом зрелой финансовой архитектуры, к которому мы подойдем только после того, как обеспечим устойчивость в базовых вещах. Это реалистично, последовательно и разумно. И последнее. Не забываем пример Сингапура, одного из самых эффективных налоговых режимов в мире. Там изначально создали прозрачную, простую и очень привлекательную налоговую систему для бизнеса. Низкие налоги, отсутствие двойного налогообложения, минимальная бюрократия. Это не классический офшор, а стратегический налоговый климат, который привлек инвестиции в страну, развил финансовый сектор и сделал Сингапур глобальным хабом. Мы можем использовать этот опыт, чтобы создать специальные экономические зоны и налоговые стимулы для тех, кто инвестирует в промышленность, в транспорт, в энергетику и переработку внутри республики, особенно в отдаленных улусах. Все, о чем мы до этого говорили, дороги, энергетика, экономика, не имеет никакого смысла, если в республике не будет людей, которые захотят здесь жить, работать и растить детей. Мы будем строить не просто инфраструктуру, мы будем строить страну, где людям захочется жить. И начинать нужно с самого главного, с медицины. Сегодня в районах не хватает врачей, оборудования. Это буквально вопрос жизни и смерти. Первым шагом должна стать модернизация больниц и поликлиник в крупных городах, а также в опорных точках, в каждом арктическом приполярном улусе, в каждом центральном, западном, восточном и южном улусе. Необходимо будет закупать технику, строить фельдшерские пункты, налаживать доставку экстренной помощи, в том числе и по воздуху. Параллельно с развитием медицины мы должны запустить мощную программу подготовки кадров. Нам нужны не только врачи и учителя, но и инженеры, строители, энергетики, геологи, экономисты, логисты, айтишники. Все те, кто сможет поднять республику на ноги. Чтобы эти люди появились, нужно начать с простого, со школы. Школы должны стать центрами будущего. Необходимо строительство новых современных школ, капитальных ремонтов старых, особенно в улусах. Образование должно быть сильным, прикладным и уважительным к культуре. Для этого Республика Саха официально утвердит государственный язык – язык Саха. Он станет основным языком обучения, постепенно, поэтапно. За 10 лет мы переведем всю систему образования на родной язык. Вместе с этим у каждого ребенка будет возможность выбрать второй иностранный, например, английский, испанский, немецкий или китайский. Мы будем готовить педагогов, создавать современные учебники на Саха, развивать науку и терминологию, чтобы язык Саха стал полноценным рабочим языком будущего в инженерии, медицине, технологиях управления. Нужно вырастить поколение, которое думает на родном языке, но при этом уверенно смотрит в глобальное будущее. Отдельно поддержка коренных народов. Они не просто часть населения, это наша живая культура, история, язык, связь с землей. Мы должны поддержать их образ жизни. Субсидии на транспорт и связь, поддержка оленеводства, рыболовства, традиционного промысла. Все это, и медицина, и образование, и социальные программы, должно идти параллельно с экономическим ростом. Нельзя сначала развить экономику, а потом позаботиться о людях. Без людей экономика не работает. Именно поэтому с первых лет независимости Республика Саха должна ставить человека, его здоровье, знания, безопасность, культуру в центр всей политики. Все вышеописанное нами – это только некоторые шаги в первые 10 лет независимости. Работы будет много в разных направлениях, кое-где придется начинать все с нуля. А когда страна начинает быстро развиваться, вместе с большими возможностями приходят и большие опасности. Их нужно заранее понимать, чтобы потом не пришлось платить слишком высокую цену.
Итак, какие нас ждут риски? Слишком резкий рост может ударить по самой экономике. Если в первые годы влить в экономику огромные деньги на строительство, зарплаты, закупки, это, конечно, даст быстрый эффект. Все начнет расти. Стройки, зарплаты, спрос на товары. Но если за этим не будет четкой системы и баланса, то через несколько лет мы сможем столкнуться с большими проблемами. Начнут расти цены, особенно на продукты. Зарплаты и цены оторвутся от реальной экономики, получится пузырь, который в какой-то момент может лопнуть. Деньги будут крутиться внутри строительных подрядов и госзакупок, но реального роста частного сектора, технологий и предпринимательства не будет. Поэтому с самого начала нужно держать баланс, развиваться активно, но не вслепую. Деньги тратить не просто на видимые проекты, а на то, что потом даст отдачу, на дороги, на энергетику, здравоохранение и образование. Вторая угроза – это угроза коррупции, особенно в переходный период. Когда система только формируется, а деньги идут большими потоками, всегда появляются те, кто хочет отщипнуть кусок. Особенно если нет устоявшихся институтов, независимых судов, сильной гражданской журналистики. Мы уже знаем, что коррупция может разъесть изнутри все. Тормозить стройки, завышать сметы, ставить своих на ключевые позиции, мешать молодым и честным специалистам. Поэтому с самого начала нужно жестко выстраивать контроль. Прозрачные тендеры и конкурсы, электронные закупки с общественным наблюдением, внешний аудит всех крупных проектов, специальные антикоррупционные органы, независимые от политиков и бизнесменов. Также необходима поддержка свободной прессы, общественных активистов и прозрачности власти. Без этого все, что мы строим, может в какой-то момент развалиться из-за недоверия и воровства. Третья угроза – слишком сильная зависимость от сырья. Пока в экономике основной источник дохода – это продажа ресурсов, мы будем находиться в большой зоне риска. Цены на сырье не зависят от нас, они могут упасть из-за мировой экономики, политики. И если у нас не будет альтернатив, бюджета может просто не хватить на зарплаты, на медицину, на дороги. Поэтому уже с первого этапа мы должны думать не только о том, как добывать, но и как перерабатывать, как экспортировать, как развивать малый бизнес, сельское хозяйство, туризм, образование, науку. Тогда у нас будет устойчивость не на 1 год, а на десятилетия. К каким результатам мы должны прийти к концу первого десятилетия? План развития должен опираться не только на идеи, но и на четкие измеримые цели, чтобы мы понимали, движемся ли мы в правильном направлении. Вот 3 ключевых показателя, которые будут говорить о том, что первые 10 лет независимости Республика Саха прошла с пользой. Переработка сырья. Сегодня почти все, что добывается в Республике Саха, уходит за границу или в другие регионы России в виде сырья. Мы продаем алмазы, золото, уголь, газ, а прибыль с переработки получают другие. К концу первого десятилетия мы должны начать менять это. Реальная цель – перерабатывать хотя бы 10-15% всех добытых ресурсов внутри республики. Это значит, не просто добыли и вывезли, а построили предприятия, сортировочные центры, обогатительные фабрики, газоперерабатывающие комплексы, заводы по первичной металлообработке и так далее. Это создаст рабочие места, даст больше налогов, повысит нашу независимость от внешних рынков и даст старт будущей индустриализации. Мы должны делать акцент на инфраструктуру. Первое десятилетие будет временем больших строек. Дороги, мосты, порты, электросети, новые жилые кварталы, больницы и школы. Чтобы обеспечить такой рывок, республика должна стабильно вкладывать не меньше 20% ВВП в инфраструктуру. Это серьезная доля, и ее нужно выдерживать как минимум 8-10 лет подряд. Да, это потребует дисциплины и отказа от избыточных трат в других сферах, но именно так поступали Норвегия, Сингапур и Арабские Эмираты в момент рывка. Они сначала создавали скелет страны, дороги, логистику, энергетику, а уже потом наращивали остальное. Создание суверенного фонда. Даже в период активных трат важно начать копить для будущих поколений. К концу 2010 года нужно заложить хотя бы 5% ВВП в суверенный фонд Республики Саха, наш общий страховой запас на случай экономических кризисов и падения цен на ресурсы. Этот фонд будет не просто деньгами под подушкой, а работать на доход. Его можно будет инвестировать в международные активы, использовать для финансирования крупных проектов или стабилизации бюджета.
в трудные годы. Многие предложат отложить его на потом, мол, пока не до накоплений. Но разумная модель – копить понемногу с самого начала. Даже если сначала речь идет о миллиардах, а не о десятках миллиардов. Именно так действовала Норвегия. И спустя 30 лет ее фонд стал крупнейшим в мире.